На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Во главе с ним мы отстояли свободу и независимость. 14 мая – день рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. «Машины времени» – презентован фильм об автомобилях первого президента Абхазии. Новый центр распространения абхазской истории и культуры. Музей Национального банка Абхазии открыл свои двери для посетителей. 14 мая 1945 года, спустя неделю после Великой Победы, родился человек, чье имя навсегда вписано в историю нашей страны. Сегодня ему бы исполнилось 76 лет. Первый президент Республики Абхазия, герой Абхазии, кавалер ордена Акцепша первой степени Владислав Ардзинба оставил после себя родной стране богатое наследие – свободу, независимость, а главное – мир. Сегодняшний выпуск программы «Время новостей» посвящен 76-летию со дня рождения Владислава Григорьевича Ардзинба. С самого утра 14 мая к мемориалу Владислава Ардзинба в селе Эшера пошел поток людей. Почтить память первого президента пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчи, депутаты парламента, члены правительства, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бациев, официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики Гарри Купалба, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители политических и общественных организаций, студенты и школьники. Слово Виоле Барганджи. Одна из трех легендарных машин первого президента страны Линкольн. В этот день, по традиции, у мемориала своего хозяина Владислава Ардзинба. С утра к могиле Владислава Григорьевича в его родном селе Нижняя Эшера возлагают цветы друзья, родственники, ветераны войны, общественность, а также руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания. 14 мая лидеру нации, выдающемуся государственному и политическому деятелю, основателю современного абхазского государства, ученому-востоковеду Владиславу Ардзинба могло бы исполниться 76 лет. Каждый раз, когда расцветает этот день, 14 мая, сразу вспоминается наш Владислав. Мы имеем героя, которого надо ценить, имя которого надо хранить, которое связано навсегда с народом и с этой землей, с нашей Родиной. Мы должны научиться ценить то, что мы имеем. У нас есть такие имена, на которых можно равняться. И нам, нашему поколению, и всем будущим поколениям. Я не могу сейчас не вспомнить еще одного знаменитого нашего героя Мирода Гошба, который родился в этот же день. И учитывая то, что Владислав Григорьевич Ардзинба очень тесно дружил с Миродом Сампаловичем Гуашба и даже много времени находился у него дома, перенимая опыт его мудрости. Он так говорил. Я не могу не упомянуть его имя, и они... Их души в небесах находятся вместе. Я так надеюсь, во всяком случае. Мы хотим этого. И вечная память Владиславу Григорьевичу Ардзинба, чье имя носит музей, который я возглавляю. Я могу сказать, что я горда этим и несу на себе ответственность за сохранение истории нашей всей и связанное с этой историей имя Владислава. Почтили память первого президента страны в его день рождения не только жители Абхазии. Возложить цветы к мемориалу пришли крымские участники футбольного ежегодного турнира имени Владислава Ардзинба, который проходит в республике уже в 10-й юбилейный раз. Мы, крымская команда, считаем братским народом для себя Абхазию. Приезжаем уже в 3-й раз для участия здесь. Все стремятся сюда попасть, увидеть Абхазию, почтить память президента первого. Самую большую колонну у мемориала Владислава Ардзинба представило подрастающее поколение. Это студенты и школьники младших и старших классов со всей столицы. Это просто дань уважения человека, который боролся, то есть сражался за свободу, вообще за независимость Абхазии довольно долгое время. То есть это, конечно, жалко, что
так бы жизнь его отняла, что эта молодежь, это поколение не могут его увидеть, услышать. Я пришел к Владиславу Григорьевичу Ардзинба. Для меня это была честь отдать герою Абхазии. Ну, я, конечно, не родился здесь, но я понимаю для Абхазии, как он спас всю Абхазию, и благодаря ему сейчас над Абхазией царит мирное голубое небо. Я пришла на возложение к Владиславу Григорьевичу Ардзинба. Он был первым президентом. Он внес очень большой вклад для процветания Абхазии. Кому очень жалко, что его сейчас нет. О том, кем был Владислав Арзенба и какой вклад внес в новейшую историю абхазского государства, в республике знают все, от старшего и до младшего поколения. Наш вождь покинул мир земной, душа его к богам взлетела, и весь народ обсны родной поник главой осиротела. И плач всеобщий мир объял, тот мир, где Ардзинба сражался за свой священный идеал, что от прапрадедов достался, тот идеал, свобода, честь его любимого народа, чьих подвигов не перечесть под сенью светлой небосвода. И сколько б ни прошло веков и будущих тысячелетий, душа его в кругу богов прибудет милую, как дети. И я Всевышнему молюсь, храни Абхазию родную, как бережешь святую Русь, родоначальницу земную. В нем мужество и честь и редкий сплав. Об этом в мире всем теперь известно. Афыр, герой, Ардзинба Владислав. О нем молюсь, о нем слагаю песню. Не дрогнул он отстоял Апсны, объединив ее железной воле. Он символ своей маленькой страны, он связан с ней своей геройской долей. Герои Родины своей всегда верны, и за нее страдать святое право. Здесь чтут всегда защитников страны и главного, Ардзинба Владислава. По нардским заповедям он жил и вырос, себя для Родины священной не жалея. И Владислав, по сути, обраскил, ему досталась доля Прометея. И будет его имя жить в веках. Любовь народа, вот его награда. Судьба людей в их собственных руках, но горцам жить по нардским меркам надо. Было время, что сам себя чуть не забыл народ, но свободу свою любя, выжил в войне назло. Славься, президент Ардзинба, давший стране судьбу, в сердце абхаза каждого память вечно будь. Стань над напоминанием честности до конца. Нам свобода признания после дождей свинца. Славься, президент Ардзинба, давший нам всем судьбу. В сердце абхаза каждого в памяти вечно будь. Вела Парганджа, Торни Камичпа, Абазатова. «Машины времени» – фильм об автомобилях первого президента Абхазии Владислава Ардзинба презентовали в столичном музее боевой славы. Героями фильма стали «Волга», ГАЗ-2410, Мерседес-Бенц W140, автомобиль «Линкольн» и люди, сидевшие за рулем этих легендарных авто. Идея фильма принадлежит сухумцу Виталию Бигвава, режиссер Дауд Логуа, спонсор проекта компания «Амобайл». О премьере фильма и его героях расскажет Анастасия Никонова. Три легендарных автомобиля первого президента Абхазии «Волга», ГАЗ-2410, Мерседес-Бенц W140 и «Линкольн» стали главными героями фильма «Машины времени». Эти авто были свидетелями жизни, работы, переговоров, отдыха и даже мыслей Владислава Григорьевича Ардзинба. За рулем этих машин были водители Сосо Каджая, Отара Адлиба, Наур Аджба и Альфред Гугуа. Эта машина попала у нас после развала Советского Союза, когда он стал председателем Верховного Совета Абхазии, Владислав Григорьевич. И вот был такой гараж, обкомовский гараж, когда уже Владислав Григорьевич стал председателем Верховного Совета Абхазии, весь гараж перешло к нам. И я выбрал эти машины. Одну такую, потом «Волгу», 31-ю и... там еще была «Чайка», правительственные машины. Первый день войны, как раз мы приехали на работу, должна была состояться сессия. Были встречи, много встреч у него, поехали в Ишеру с военными, с нашими. И под утро, когда его привезли уже домой, я подошел к нему, говорю, может, нам еще УАЗик пригнать.
Вдруг, говорю, ситуация как сложится, неизвестно. Он так посмотрел. Вообще, говорит, ты правильно говоришь. Давай, говорит, эту машину оставь, говорит, и ВАЗик, говорит, пригони, говорит, сюда. Будем, говорит, на ВАЗике. Ну, ситуация вообще непредсказуемая была. Никто ничего не знал на тот момент. Был момент такой у нашего начальника охраны, тогда Алмазбей Иванович Чач был начальник охраны, и у него был автомобиль тоже такой не новый, 123-й Мерседес был. И я на этой машине, значит, еду, Владислав Григорьевич что-то должен был подписать. Это что за машина? Подходит и начинает смотреть, значит, эту машину. С коробкой все ясно. Теперь дальше, мол, что делать? Почему тут две педали? Вот это я ему все объяснил. Он начал нажимать обоими ногами. Я говорю, нет, это не нужно, мол, только правой ногой газ и тормоз. Говорит, это для наших ребят-инвалидов самое то, мол, движение, значит, драйв. И отпускает тормоз, машина поехала, на меня смотрит, мол, так, да? Я говорю, да. Слушай, говорит, она, мол, все сама делает. Я говорю, ну, в принципе, да. Он говорит, так это и Надежда Шабановна, мол, может поехать, маму свою. Проект зародился еще год назад. Идея принадлежит сухумцу Виталию Бигвава. Режиссером фильма был приглашен Дауд Логуа. По его словам, сначала была идея рассказать об автомобилях Владислава Арзенба. Но в ходе съемок фильм приобрел другое направление. Удалось узнать много нового о самом первом президенте. Очень трогательный момент был, по-моему, чуть ли не в первый день съемок, когда эту «Волгу» нужно было привезти на локацию, на место съемок. Когда машина приехала, нам сказали, что на одном из участков трассы по городу, где стояли сотрудники милиции постарше, которые и знают, чья машина, и, может быть, ее помнят, остановились и отдали честь транспорту, который просто проехал. Хотя столько лет спустя, и это очень было вот в первый день съемок. И нас это очень воодушевило, и мы понимали, что, ну, интересно получится у нас. Огромное спасибо членам семьи Владислава Григорьевича, которые очень отзывчиво отреагировали на нашу просьбу и на нашу идею. И, конечно, компания «Амобайл», которая все это поддержала и дала этому ход. Компания «Амобайл» не только поддержала съемочный процесс фильма «Машины времени», но еще и в 2016 году нашла, выкупила и отреставрировала одну из главных героинь картины – легендарную «Волгу». Этот автомобиль найти было очень нелегко. Кто-то просто подсказал нам, что вполне возможно, эта машина может находиться у одного человека в Гальском районе. Она стояла где-то в гараже у кого-то, пылилась. Она была в ужасном состоянии, конечно, пришлось очень много поработать. Искали оригинальные детали. Нам было очень важно, чтобы мы смогли сохранить аутентичность этой машины, потому что можно было сделать все, что угодно, просто для красоты, восстановив там общий образ Волги. Но нам было важно, чтобы мы могли восстановить все детали именно той машины, в которой сидел наш первый президент. И мы опрашивали его водителей, они нам очень сильно помогли там, с дизайном, где что было, какие детали были, какие не были, как фары, там, заднее затемнение стекол и так далее. Все по чуть-чуть, скрупулезно, благодаря специалистам компании и работников слесарей, работников автотранспортного нашего цеха мы смогли это сделать. По мнению Арсова Хашба, проект «Машины времени» удался. Фильм получился динамичным и содержательным. Новая информация о том, как начинался день первого президента, свидетелями каких событий стали автомобили Владислава Арзенба, безусловно, заинтересует зрителя, отмечает Хашба. На наш взгляд, этот проект у нас удался благодаря партнерству с режиссером Даудом Логуа. Идея была очень удачная, на наш взгляд. Как в фильме было сказано, как и люди, предметы, вещи тоже хранят свою историю. Вот, и мы смогли вот эту вот мысль изложить в этом фильме. Там не только одна машина, там 3 машины Владислава Григорьевича Арзенба. У нас еще в процессе восстановления состоит еще одна машина, которая была резервным. Вот, я думаю, что до конца года мы с этой работой тоже справимся. А в целом фильм мне показался достаточно интересный. Фильм «Машины времени» уже размещен в сети интернет и доступен к просмотру. Рассказанные истории стали неоспоримым подтверждением того, что вещи, как и люди, хранят память. И все они не безголосые предметы, а живые реликвии времени. Анастасия Никонова, Степан Мартиросян, Абаза ТВ.
Выставка фотографий к 76-летию первого главы республики Владислава Ардзинба открылась 14 мая в Гудаутском государственном музее Отечественной войны народа Абхазии в пятницу, передает «Спутник». В двух выставочных залах музея представлено 245 снимков с Ардзинба, сделанных в разные периоды его жизни. Часть из них хранится в архиве музея, часть предоставили близкие родственники и друзья первого президента. А на Привокзальной площади в городе-герое Гудаута состоялся вечер памяти Владислава Ардзинба. В 18:00 с проспекта Героев к площади направился парад конников. Репортаж об этом памятном событии смотрите в нашем субботнем эфире. Официальная хроника. Президент Абхазии Аслан Джания провел встречу с основателем платформы «Будущее Абхазии» и действительным государственным советником Российской Федерации Иналом Ардзинба. В ходе встречи обсуждались вопросы молодежной политики, цифровизации экономики и госуправления, привлечения инвестиций в республику. На встрече было отмечено, что формирование кадрового резерва президента Абхазии позволит создать условия для оптимизации кадровой политики в стране. Ранее президент подписал указ о создании кадрового резерва. Он создается с целью своевременного обновления государственного аппарата за счет молодых эффективных управленцев и участников конкурса «Гордость Абхазии». Премьер-министр Александр Анкваб в ходе рабочего совещания заслушал отчет председателя Национального банка Республики Беслана Барателя о влиянии ограничительных мер на состояние банковской сферы в 2020 году, а также о некоторых итогах работы банка-регулятора за 5 месяцев 2021 года. Баратель отметил, что, говоря о денежном движении, в Абхазию в 2020 поступило на 2 миллиарда 200 миллионов рублей больше, чем в предыдущем. Что касается текущего года, в январе 2021 зарегистрирован традиционный минус показателей притока, а в следующих за ним 3 месяцах был прирост притока денежных средств в общей сложности около 800 миллионов рублей. Он также констатировал, что значительно увеличился объем безналичных операций в Абхазии, по примерным данным, в 4-5 раз. Премьер-министр затронул также тему работы отделений Сбербанка в Абхазии, обслуживающих пенсионеров. Согласно докладу, очередей в отделениях не наблюдается. Сбербанк обслуживает около 3000 пенсионеров в день. Гиви Кварче, возглавляющий делегацию Народного собрания парламента республики на 34-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Волгограде, принял участие в заседании Совета Южно-Российской парламентской ассоциации. Члены Совета сформировали повестку дня 34-й конференции. Кроме того, за активную и плодотворную деятельность в Южно-Российской парламентской ассоциации внесенный существенный вклад в укрепление межпарламентских связей. Совет ЮРПА наградил почетной грамотой Южно-Российской парламентской ассоциации руководителя аппарата Народного собрания парламента Абхазии Вадима Бжания. Сейчас о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Согласно сообщению оперативного штаба, за 13 мая тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 210 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 28 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 14 946 человек. Зарегистрировано 224 летальных случая. Выздоровели 13 879 человек. Назначенный 11 мая министром здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба накануне лично посетил красную зону Сухумской инфекционной больницы. Пообщался с руководством и врачами медучреждения. Узнал на месте, как работает ковидный госпиталь, какие есть проблемы с загруженностью медперсонала, с медикаментозным обеспечением и оснащением необходимой аппаратурой, как осуществляет работу пищеблок столичного ковидного центра, а также поговорил с ковидными пациентами. Персонал слаженный. Меня дважды вытащили с того света, я в их руках, дважды с того света. Я шарти поэма. Просто от малого персонала у них все вот слажено настолько, просто им надо помочь. Надо помочь, и скорая помощь не ситуационно должна быть, а прикреплена для КТГУ. Это может не мой вопрос, но вот, пожалуйста. Просто я даже не знала, что такое есть в условиях Абхазии.
По итогам инспекции Эдуард Бутба провел совещание в столичной инфекционке, где выразил благодарность главному врачу больницы Астамуру Гуния и всему коллективу за самоотверженный труд в условиях мировой пандемии новой коронавирусной инфекции. Поблагодарить весь медицинский персонал в лице главного врача Астамура Карбевича, врачей, заведующих отделением, медицинских сестер, санитарочек, просто волонтеров за ваш такой самоотверженный труд в таких тяжелых условиях пандемии мировой. Вы здесь находитесь все вместе, находитесь в красной зоне, работаете на благо наших граждан. Да, за это действительно видно, что коллектив сплоченный, коллектив работает. Я прошел благодаря Астамуру Карбевичу практически зашел во все практически помещения, и лечащие палаты, и служебные помещения, и так далее, и тому подобное. С точки зрения медицины все делается на достойном уровне. Спасибо. Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии продолжает поиски пропавшего в высокогорье российского туриста, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. По информации ведомства, пропавшего туриста зовут Владимир Ульянов. Он приехал в Абхазию из Екатеринбурга. О возрасте пропавшего МЧС Абхазии не знает, однако в российских СМИ появилась информация о том, что мужчине 64 года. Совместно со спасателями в поисках участвует инструктор туристической группы Анна Гилева. Новый центр распространения абхазской истории и культуры. Музей Национального банка Абхазии открыл свои двери для посетителей. В торжественной церемонии открытия принял участие глава государства Аслан Бжания. Вместе с председателем Нацбанка Бесланом Барателя и директором музея Астамуром Тания президент перерезал красную ленту. В числе первых посетителей музея практически все высшее руководство страны, посол России в Абхазии, а также почетный гость из Центрального банка Российской Федерации Надежда Боровикова побывала на презентации. Музей Национального банка Абхазии, или как его уже называют в народе «Музей денег», ждал торжественного открытия больше года. Пандемия сначала замедлила ход ремонтных работ, а потом не позволяла организовать полноценное открытие из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Наконец, в день рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба глава государства Аслан Бжания вместе с председателем Нацбанка Бесланом Барателя и директором музея Астамуром Тания перерезали красную ленту. Первый раз я тоже прижался. По словам Беслана Барателя, идея создания музея денег родилась около 3 лет назад, когда стало понятно, что интерес к абхазской нумизматике существует и нужна площадка, где богатая история денежного обращения Абхазии была бы наглядно представлена. Как вы знаете, во всех странах мира при центральных банках существуют музеи, где представлены фонды, в которых хранятся монеты, обращающиеся с древнейших времен, так и современные монеты, которые имитируются банком. Но мы решили совместить эти две вещи. Во-первых, создать фонд, который будет, безусловно, расширяться. Мы за год не можем хвастаться тем, что смогли собрать все, что возможно. И, наверное, это невозможная задача. Но, тем не менее, сегодня есть что показать. Специально в честь открытия музея в Абхазию приехал директор Департамента международного сотрудничества Центрального банка России Андрей Липин. Каждый музей, он по-своему уникален. Нельзя сказать, что есть где-то похожие музеи. Но вот музеи центральных банков, они кардинально отличаются от всех остальных музеев, потому что это музей про деньги, а деньги, как бы мы ни хотели, в общем-то, это большая часть нашей жизни. И музей показывает, как жили наши предки, на самом деле, как они торговали, чем они обменивались, в чем они сохраняли свои деньги. С открытием нового музея жителей и гостей Абхазии поздравил спикер парламента Валерий Кварча и секретарь Совета безопасности, историк и нумизмат Сергей Шамба. Если вообще известно, что монеты возникли в VII веке в таком малоазийском центре Лидия, то здесь можно еще и упомянуть, что Лидию, город Лидия, и вообще эту область Лидия создавали хетты. Хетты – это народ, который, как известно по многим источникам, тоже связан с нашей историей, потому что хеттское царство создавали хатты, которых связывает именно
с нашими предками. Директор музея Астамур Таня провел эксклюзивную экскурсию для почетных гостей. Ровно за час до торжественного открытия с участием высшего руководства республики отдельный брифинг и экскурсию провели для журналистов. Главный зал музея делится на 4 сектора. Каждый из них представляет определенный период в истории денежного обращения на территории Абхазии. Античность, средневековье, начало 20 века или революционный отдел и полная коллекция абсар, выпущенных в новейшей истории Абхазии. Здесь у нас есть возможность показать технологический процесс, как на Московском монетном дворе производятся абсары. Вот процесс носит такой характер. Видите, вот сначала наш художник, это в данном случае это работа Батала Джопуа, он сделал эскиз монеты, в данном случае это монета Самсон Чанба. Потом по этой монете лепится на монетном дворе гипсовая модель. Потом уже станок считывает и вырезает вот такую вот заготовку. С помощью этой заготовки вот на этой гладкой форме чеканится штемпель, а вот уже с штемпеля чеканится монета. Узнать, как выглядели первые в мире монеты, увидеть редчайшие экземпляры типа колхидского подражания золотым монетам Древней Греции, узнать, почему Гудаута, Гагра и Сухум выпускали свои деньги в начале 20 века и даже отчеканить собственную монету на ручном станке теперь можно в Музее Национального банка Абхазии. Музей будет работать ежедневно, кроме понедельника, как и все музеи мира, с 11 до 6. 150 рублей будет стоить стандартный входной билет. Если вы хотите послушать экскурсию, стоимость билета будет 250 рублей. Кроме того, у нас на экскурсии нужно будет записываться заранее. Они будут проходить 2 раза в день. Каждое воскресенье у нас будут бесплатные экскурсии для организованных школьных групп. На них опять-таки нужно будет записываться заранее. Будет 2 экскурсии в день, именно по воскресеньям. Кроме того, для всех школьников, даже если они приходят в индивидуальном частном порядке, предусмотрены льготные билеты. Это 100 рублей уже вместе с экскурсией. Получить необходимую информацию или записаться на экскурсию можно на страницах музея в Инстаграм и Фейсбук. В ближайшее время завершится работа над сайтом. Новое современное пространство музея однозначно станет точкой притяжения для гостей и жителей республики, а также будет способствовать продвижению абхазской истории и культуры. Надежда Боровикова, Рамо Камки, Абаза ТВ. 14 мая в Сухуми продолжил свою работу первый международный туристический форум «Абхазия. Страна души-2021». В частности, в ходе панельной сессии участники обсудили актуальные вопросы страхования юристов республики, а также представлена гастрономическая карта Абхазии. На открытии фестиваля русских театров стран СНГ и Балтии «Встречи в России» в Петербурге впервые выступил Абхазский государственный драматический театр имени Фазиля Искандера. Международный театральный фестиваль «Встречи в России. Страны СНГ и Балтии» в 23-й раз собрал в Петербурге русскоязычные театры ближнего зарубежья. В программе праздника, открывшегося в четверг в театре «Балтийский дом», 8 спектаклей разных жанров и направлений. Труппа из Сухума с большим успехом представила спектакль по драме Федерико Гарсия Лорки «Кровавая свадьба». Эту постановку осуществила петербургская команда во главе с режиссером Марией Романовой. После представления публика долго не отпускала актеров со сцены, зал то и дело вновь взрывался продолжительными аплодисментами. Мы понимаем, что только в таком взаимодействии наш театр может иметь творческие перспективы, сказал на пресс-конференции генеральный директор Абхазского театра Ираклий Хиндба. Он отметил, что в этом году достигнута договоренность с Высшим театральным училищем Щепкина о наборе в 2022 году целевого актерского курса театра. Гость воскресной передачи Амта Ялнахыз на Абаза ТВ, советник президента республики по культуре и науке, художник, председатель Международного объединения художников Апснеарт, председатель республиканской общественной организации Апсадгил Нукзар Логуа. Ауаҩы адунеи даннықәланаркны ихаҭара ашьақәыргылараҿы акраҵанакуеит уи ишьапы зықәиргылаз ибла иабаз икәша-мыкәша иҟоу ацәырҵрақәа, аԥсабара аԥшӡара, ашьха ҳауа аблабара цәырҵрақәа. Хымԥада урҭқәа зегьы аԥсҭазаараҿы анырра ду ҟарҵоит. Иаҳарак композициатә аԥҵамҭа ауҵароуп угәы ианҭо, уи маҷ-маҷ еизот уҩныҵҟа. Цәыкәбар еизот, еицылот, нас ихыҵны ацара ианалагалак ауп аҟаҵарахь униасуа. Амала иара
ишироп, еще куглороп ухан. И яшу мой лука арцазохан обшироп хотик. Азнаказ ахцурнагет, ахунардырит, ахуцсакна жахвалагет выгил шайодзан. Нугзар чичикуйпа лагуот хуча хасапсабара кырда зайкон. Уиснак дасчламхан акыта ачапыцтхамтаква а литература уха акыр дасчламхан. Урт хичир пшуан абстазарачан. Проект «Амта Ялнахас» с Нугзаром Лого смотрите в нашем вечернем эфире в воскресенье, 16 мая. Вечером 14 мая в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба открылся кинофестиваль «Хрустальный источник» из Русского дома. Его организаторы — представительство Россотрудничества в Республике Абхазия и Министерство культуры Республики. К показу представлен российский фильм 2020 года «На дальних рубежах». Подробности в наших ближайших эфирах. Спорт. Кристина Бея вышла в финал первенства России по тайскому боксу, которое сейчас проходит в Москве. По словам главного тренера, президента Федерации тайского бокса Республики Теймураза Гергидава, абхазская спортсменка в финальном поединке встретится с Белой Зуевой из Краснодара в весовой категории 48 килограммов. Первенство является отборочным на первенство мира и Европы. Тренируют спортсменку Андрей Дощан и Владимир Калинджан. Сейчас о погоде. В выходные дни 15 и 16 мая в Абхазии малооблачная, жаркая погода. Ночью и утром местами возможен туман, высокий уровень ультрафиолетового излучения, сильные магнитные бури. Температура воздуха ночью 16, днем до 28 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире. Удачных выходных.